Подкасты «Свободы». Вы слухаеце радыё «Свабода». У пражскай студыі Сергей Навумчык. Памяць пра вайну. Смутак альбо пафас. Чаму і як перамога зрабілася аб'ектам палітычнай спекуляцыі? Якія закрытыя тэмы ўсё яшчэ існуюць у літаратуры пра вайну? Пра гэта і іншае гутарка з пісьменніцай, лаўрэаткай Нобелеўскай прэміі Святланай Алексіевіч чакае на тэлефоннай сувязі ў Менску. Кожны год парады на дзень перамогі робяцца ўсё больш маштабнымі і ў нас, і асабліва в Расіі, калі паглядзець, у Маскве за некалькі сутак фактычна на паўдня перакрываюць на рэпетыцыі парадаў цэнтральнай магістралі, і адначасна так павялічваецца гэты градус пафасу. Пры тым, што самому маладому ўдзельніку вайны ужо за 90. Скажем, мой дзед пайшоў на вайну даволі маладым, але яму ўжо давно было б, за 100 гадоў, ён ужо давно як магіле. Это реальны удзельнік вайны, ён прайшоў вайну, прызваны быў там пад Магілёвам да пачатку вайны і демабілізаваўся ўжо пасля Берліна недзе в жніўні 45-го. Таких ветэранаў, реальных ветэранаў, их просто засталося літаральна некалькі. Вас не пужае, что зараз... Вы знаете, что мои героини все умерли уже никого нету. Так что это все игра. У войны не жаночий твар уже все нема никого. Да, уже никого нету. Это, вы знаете, что это такое... народу хлеба и зрелищ, да, и находится такой вариант зрелища. И еще, конечно, этот новый патриотизм, который якобы надо поднять. Сейчас вышел фильм блогера, и ведущего такого Юрия Дудя о Колыме. Колыма — родина нашего страха. И, боже мой, что там Прилепин о нем написал, как его грязью обливают в соцсетях, хотя многие приняли, что именно где-то 15 миллионов просмотров, что ли, то есть молодежь для нее было открытие, они даже не знали, что есть репрессии. Да, с точки нашего зрения, там нет ничего нового. Абсолютно, все это было сказано ранее, да. Да, и достаточно простенький фильм, все. Но это как взрыв атомной бомбы среди молодежи. Потому что там государство делало все, что можно, чтобы там, в этой среде, вырастить некий такой, скажем так, ген то ли русизма, то ли советизма. И вдруг такое знание совершенно неожиданно, совершенно темное, которое накатило, и, в общем-то, молодые люди, думающие, конечно, серьезно задумались обо всем этом. И впервые начали копаться, смотреть, думать и узнавать, что есть мемориал, там еще что-то есть. А это то, чего, конечно же, власть совершенно не хочет. Она хочет этими праздниками, то ли, как у нас тут, дожинками закрыть проблемы наши, да, а тут, конечно, когда такое милитаристское сознание, в принципе, оно может быть закрыто какое-то время немножко при Ельцине, там, и все, оно как-то не было так откровенно эксплуатируемо. А тут это все открылось, и конечно, это служит только для того, чтобы... как вам сказать, чтобы закрыть прошлое, чтобы его не существовало в его таком страшном драматизме. А с другой стороны, мне кажется, нечем больше наполнить это содержание жизни общественной, каких-то, то, что называется идеалами, то, что характерно для нашей культуры и для русской. И они ищут, тут Ленина, Сталина строят, там тоже придумают какие-то совершенно, хотя там в России ничего не напридумать, там подвигов полно, вся земля до сих пор еще в костях, которых не похоронили. Но вместо того, чтобы признать и сказать, вот как мы живем, непохороненные люди, так они из этого делают опять праздник, опять патриотизм. Меня это
просто шокирует. Вот вы, Святлана, прыгадалі гэты фільм про Колыму. Там ёсць такі нават не эпізод, а сквозны такі сюжэтавы інтэрв'ю з дачкой Сергея Каралёва, генерального конструктора. Вот зноў жа для Советского Союза, ну для сучаснай России абсолютно ясно, что дзве такія беспрэчныя катэгорыі, якія ніхто не аспрэчвае. Гэта вот 45-й год і 61-й год палёт Гагаріна. І вот я подумаў, што гэтыя наскокі на гэты фільм, які вы прыгадалі ў соцсетках, гэта таксама вынік, дакладней прычыны у тым, што вось все ж таки звычайна зараз пастаянна вот 12 красавіка палёт Гагаріна, дасягнення, а тут паказаны іншы бок, што оказывается генеральнаму канструктару, які запусціў і Гагаріна, і першы спутнік, і потым, так сказаць, аж першую десятку космонавтов, что ему в НКВД просто зламалі челюсть, і гэта была прычынай таксама і смерці яго ў 66-м годзе, што не маглі трубку прасунуць у трахею, хаця аперировав яго сам міністр аховы здароўя СССР, не змаглі зрабіць нармальную анестезію. І вот для сучасных гэтых прыхільнікаў гэтай вот ідэалогіі рускага мира, не ведаю, як сказаць, вот гэты паказ другога боку, что не все так просто, он просто недопушчальный, абсолютно недопушчальный. Не, у нас был только, так сказать, Гагарин, только победа. Вот вам не падаецца, что в этом так само причина психологичная такая? Да, я думаю, конечно же. И почему теперь чуть ли не уголовному преследованию подвергаются те, кто хочет рассказать настоящую правду вот о войне. Я даже не уверена, что сегодня могли бы у войны не женское лицо выйти, или даже цинковые мальчики, поскольку даже опять Путин говорит, что правильно сделали, если бы не мы-то американцы. В общем, это вся мифология. Так что вы абсолютно правы. Им не нужна настоящая правда, нужны мифы. Мифы, которые они приспосабливают вот к моменту, к своим потребностям. Это как бы форма существования этой власти. І вот такая тэндэнцыя назіраецца, паколькі вы першыя прыгадалі гэты сацыяльныя сеткі, я зараз прагледзеў, і я вот ужо не першы раз бачу атаку з боку тых, хто атаясамлівае перамогу за Сталіным, абвінавачванне вось гэта ў дачыненні да тых, хто хоча, каб дзень перамогі быў днём смутку, днём памяці па мільёнах загіблых. Вось яны гавораць, это свята, дайце нам адсвяткаваць перамогу нашых дзедоў, дайце нам выпіць за іх чарку, прычым тут Сталін, не блытайце, гэта розныя рэчы. Это сапраўды розныя рэчы, ці ўсё ж таки гэта вот одна нейкая субстанция такая? Нет, вы знаете, вот я же долго вот во всей этой нашей истории, и было даже сознание людей, которые очень потерпели от власти, в лагерях сидели где-то лет 10, а то и больше. Для них вот как бы победа в Отечественной войне, тем более, что она сразу была, ее сразу очистили от трагизма, ну, как мы знаем, вот и Быков, и Адамович, да и Кондратьев, вот кого я знала, писатели, фронтовики, они рассказывали, как ничего нельзя было написать сразу после войны. Должно было быть там один убитый, а их там сотни были убиты, да, то есть в книге, там, какой-нибудь повести говорили, у вас слишком много убитых, то есть погибших у вас, их должно было меньше, мы все-таки победили. И вот эта победа, она для людей заслонила ГУЛАГ. То есть власть получила такую возможность полностью закрыть, вот действительно опустить занавес, что там это где-то что-то, а вот тут у нас уже что-то совершенно другое. Вот на того же Дудя вы почитайте письмо, статью, которую написал этот Прилепин. Да, как пишете, что погибли там миллионы людей в лагере. А сколько ваши так называемые любимые европейцы, немцы уничтожили у нас миллионов людей? Вы понимаете, какой происходит переброс? Да они с нами то-то, то-то делали, то-то, то-то. Вот. А вы хотите сказать, дескать, что мы сами со своим народом это делали? Потому что у них вот такая рода откровение сегодня, которое уже не само собой разумеющееся для новых поколений, а действительно неизвестное что-то. Оно выбивается у них
почву из-под ног. То есть вот с этим сразу начинает отсутствовать невежество, которое они в людях насаждают, вот, и только оставляет мифологии. А вдруг прорывается правда, и, конечно, она им мешает. И поэтому так громко эти оркестры военные звучат 9 мая, так крика много, откуда-то люди с медалями, ну, появляются, и даже с бородами, и с медалями. Я, когда смотрю на этих, то там, как-то я читала статью в этой русской печати, как он нашел одного такого якобы вот героя, который шел там в колонии, все. А когда начал с ним говорить после, когда нашел его, так тот даже не мог вспомнить, где он воевал, что он делал. Это говорит о том, что это все, ну, уже по форме, сделано в форме игры. Ну, то есть по-настоящему это оформляется как игра, но нам подается, как, ну, новому поколению, нам тоже не подашь это так, подается, как будто это вот что-то настоящее, как будто они бессмертные, вот эти ветераны. Мой отец уже под 90 умер, а он ушел где-то в 19 лет на фронт, а его уже нет 10 лет. Вот вы сказали такую фразу «перамогу ачысцілі ад трагізму». І вот зараз, калі паглядзець, то сапраўды практычна вот пра гэты трагізм не гавораць. Вы прыгадалі Быкова і Адамовіча, і вот калі зноў жа вярнуцца да, скажем, 60-е, у 60-е гады ім проста, ну, давялося і Адамовічу і Быкаву прырываць тады праз цэнзурныя заслоны, хаця вось, скажем, сёння, калі чытаеш цікарнікі ці «Мёртвым не баліць», ну вот што «Мёртвым не баліць», ну так дзейнічае, там ёсць там афіцер НКВД, афіцер там асабіст ці смершавец, ну што, ну яны былі, але вот тады абсалютна было немагчыма пра гэта сказаць. Прайшло пасля вайны 70 гадоў. Калі вот паглядзець гэтую тэму літаратура і вайна, вось вам здаецца, што што-небудзь такое адбылося, ну, што, скажем, сёння трэба і можна па-іншаму пісаць пра гэтую вайну, што вот тыя закрытыя нейкія зоны, нават псіхалагічна закрытыя зоны, якія вы спрабавалі адкрыць у вайны не жаночы твар, сёння яны ўжо адкрытыя, і можна казаць пра тое, ну, пра што яшчэ вот 25 гадоў, 30 гадоў назад, вот пры жыцці гэтых людзей, якія тады ваявалі, пры жыцці вашага бацькі, ну, просто я нават уже вот такое слово не подымалась рука. Ну, вы знаете, мы ничего не знаем по-настоящему ни о партизанской войне, она все-таки идеализирована, и о Холокосте, тем более. Это тоже закрытая тема, и до конца мы тоже не знаем. Я помню, что я, когда собирала материалы, искала, я же все-таки выросла в белорусской деревне, и я слышала о том, как народ говорил, как он боялся партизан, что партизаны делали, насколько вот это для людей было страшно. И все не было так идеально, что партизанам все там приносили, давали. Все было гораздо страшнее. Забирали последнюю корову, и разных было много партизан. Вот. То тогда еще жили все эти, я не помню, Осипова, кто-то еще был, который взорвал эту бомбу. Мазаник. Мазаник. Но кто-то из них, кто был на то время жив, они написали Конституционный суд. Ну, тогда это был Советский Союз. И обвинили меня в клевете на партизанское движение. Этим Конституционный суд занимался. То есть сказать об этом нельзя. Ни тогда было, ни тем более сейчас, когда тебе под Минском строят линию Сталина, и приезжает моя внучка и говорит, что вот их туда водили и рассказывали, как тут советские войска героически остановили немцев. Ну вот и попробую этой правде как-то просочиться в эти молодые головы. Откуда? Как? А в России там вообще, когда мальчик, видно, пришел из дому и что-то сказал в садике, в детском садике,
что, ну, он слышал, что много людей погибло. Так воспитательница пришла в такую ярость, что заставила его целовать землю, свою родную землю. Там нервный срыв с ребенком случился, и, ну, якобы эту женщину накажут, все, ну, маловероятно, поскольку дух таков, когда есть уже магазины, где продается детская военная одежда. Ну, у нас еще пока как бы этого нету, но, как мы знаем, этого нету пока формально, по формальным признакам такого магазина нету, еще не заставляют детей целовать эту землю, да, а что будет, мы совершенно не знаем, поскольку наша маленькая страна так зажата этим большим соседом, так что сознание есть, а еще формальных признаков у нас нет. А сознание это советское, оно никуда не исчезло. Вы прыгадалі Халакост, вось адносна нядаўна было адкрыццё мемарыялу ў Трасцінцы і з удзелам Лукашэнкі, і прыязджалі з-за мяжы высокапстаўленыя асобы, і мы ведаем, што такое Трасцінец, мы ведаем, што такое Халакост, але там не прыгадана, што гэта евреяў забілі. Вось у школе, са школы нам казалі, што кожны чацвёрты ці кожны трэці загінуў беларус, але сотні тысяч сярод гэтых загіблых гэта евреі. Вось чаму зараз, праз 70 гадоў пасля заканчэння вайны, тэма Халакоста не сказаць, што табу у Беларусі, але вось недзе, як бачым, не до конца яна прагаворваецца. І ў тым ліку афіцыйна, конечно, ці найперш афіцыйна. Я хочу сказать, что до войны еврейская нация составляла очень, я бы сказала, такую мощную культурную прослойку в нашем обществе. Когда я ездила по деревням в Беларуси, мне вот рассказывали, как в деревне, в один, там большой деревне, в один день сказали собраться всем евреев, а это были врачи, портные, ну, там учителя. И вот этих сотни человек вывели из деревни. И вот это, я помню эту женщину, когда она сказала, и мы сели праз пару дён и глядим один на одного, а у нас никого нема. Ни наставника половины нема, ни вот кравцов, никого у нас нема. И это произошло повсеместно по Беларуси. То есть был связан вот этот мощный культурный слой. Не было еврейских газет, не было еврейских журналов, уже не было еврейских школ, еврейских театров. Я думаю, это была основательная потеря. Даже если не сказать, какая, даже в каком-то смысле ментальная, поскольку эти две культуры были сросшиеся в нашей среде. И туда наверх прорвалось вот это мужицкое поколение командиров партизанских отрядов. Вот. И, конечно, они хотели как-то... Ну, это помимо такого, я вот не говорю об этом бытовом антисемитизме, который у нас был, может быть, немного слаб, но Гитлер это все привез к нам, и оно расцвело сопричным цветом. Но вот этим новым наставникам было очень важно уничтожить вот этих людей, которые были до того. Мы кого не знаем, ни деятелей вот этого культурного слоя еврейского, мы ничего это не знаем. Мы даже писателей, там очень много белорусских писателей евреев, их еврейские имена, вот я не помню, сколько нам кто-нибудь говорил, что вот настоящее имя этого писателя вот такое, и еврейское имя. Конечно, это память не страдалась. И это до сих пор осталось. И над этими вещами надо думать и говорить, но я хочу вам сказать, что сопротивление в нашей культурной среде, этому оно и до сих пор происходит. Вот этот антисемитизм присутствует. Ну і вот вы прыгадалі, я, конечно, не параўноўваю, але я магу сказаць, што вось і гэтая хваля іміграцыі, ну, зразумела, чаму это было, і людзі, так сказаць, чаму паехалі, але вот калі сапраўды зараз прыязджаеш, напрыклад, у Віцебск, ну, ты просто вот ідзеш па вуліцы, ты бачыш, як вот змяніўся горад. Вот значна ніжэй вот гэта сапраўды нават візуальнае культурнае такое адчуванне ёсць.
Гэта, конечно, это адчуваецца, і гэта ментальная такая драма, калі не трагедыя. Вы абсолютно тут маеце рацию, безумовно. Да, это большая потеря. Мы говорили с Русой Варнадайте, вот когда она приезжала и рассказывала о своей книге, и она сказала, что если бы не были убиты все евреи, которые жили у нас до войны, то мы бы имели сегодня совершенно другую нацию. Это была бы другая Литва. То же самое я могу сказать про Беларусь, хотя я знаю, это многим не понравится. Подкасты «Свободы».